И творение Аллаха, свят Он и велик, которые Он сотворил, на этой земле имеют разные виды. Творения, у которых есть дух, душа и развитие, это человек, а также джинны. У них есть дух, душа, и они развиваются. И второй вид творений – это те, у которых есть душа, и они развиваются, но в них нет духа. Нет в них духа. Это положение животных, как, например, скот и другие виды животных, а также те насекомые, у которых есть душа, и птицы, и другие виды. У них есть душа, но у них нет духа, так как существование духа влечет за собой существование постижения разумом. У животных есть постижение, но это постижение отличается от постижения человека. Животные будут рассчитаны в судный день в тех правах, которые они нарушили между собой. Однако они не подвергнутся расчету по причине упущения в выполнении возложенных обязательств. Имеется в виду обязательства шариата. Поэтому сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, что передает Абу Хурайра: «Вы непременно вернете права их обладателям, и Аллах непременно возместит безрогой овце за попирание ее прав со стороны рогатой». Значит, они будут спрошены за те права, которые они имеют между собой. И это также подтверждается тем, о чем мы упомянули ранее, что сдерживающее начало природного естества достаточно. Достаточно без указания шариата, даже среди животных. Так что же сказать о людях? Третий вид – это то, что имеет свойство расти, но у него нет духа и нет души, как, например, деревья. Аллах, велик Он и возвышен, определяет им срок. Они растут и умирают, затем приходит их черед, как это предопределяет Всевышний Аллах. И у них нет духа и души, но они растут. Четвертый вид – это творения, у которых нет духа, души и свойства расти. Это неорганическое вещество. Оно имеет разные виды, как, например, камни, песок, вода. Также то, что Аллах создает на земле из Его творений из этого рода. То, что имеет разные виды, как железо, драгоценные камни и многое другое. То, что Аллах создает из числа неорганических веществ. Они также имеют свой срок, и их срок разнится. Их свойства и причины происхождения также разнятся. И все они являются рабами Аллаха и восхваляют Его, свят Он и велик. Однако Аллах, всемогущен и велик, никому не открывает, как именно происходит это прославление и поклонение, кроме тех, кому пожелает. И у творений бывают свои особенности в поклонении. И если некоторые виды поклонения сынов Исраила из народа Мусы отличаются от поклонения Исы, и поклонение сынов Исраила отличается от поклонения Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и поклонение джиннов и людей отличается в некоторых моментах, хотя к ним обращено послание одного пророка, то что можно сказать о совершенно другом виде творений? Поэтому у каждого вида творений свое поклонение, которое они направляют Аллаху, свят Он и велик, и знает Его только Он. Также Аллах, всемогущен и велик, открывает что-то из этого некоторым своим рабам, как, например, Он открыл Сулейману и научил его понимать язык птиц, и также дал ему услышать и понять разговор муравьев.